Открылись тормоза, они посмотрели, что делается. Очень быстро пришел фельдшер. Вот. Ну, пока он пришел, я уже просто держала на руках тело своего ребенка. Пуповину, все, что там было, это все было у меня на руках уже. Это была долгожданная, но непланируемая беременность. У нас были проблемы с мужем очень долгое время. Вот. И еще в 2019 году мы лечились, чтобы... Вот. А когда начался 2020 год, я сказала мужу, что я прекращаю все лечение, и он тоже должен прекратить это лечение. Потому что пока в Беларуси такая ситуация, лучше не иметь детей, чтобы не зависеть, как я считала тогда, не быть привязанным. Вот. И мы с мужем обговорили эту тему и решили остановить лечение. И как бы я и предположить не могла, что прерыв лечения может быть дать тоже какие-то другие результаты. 5 февраля сначала мы проснулись, муж ушел на работу, как бы меня задерживали вообще вечером. Открывается дверь в комнату, залетают люди в свободной форме, вот как мы ходим, так и в костюмчиках. Вот. Первого они ложат моего мужа на пол, вот, застегивают наручники сзади. Вот. Ну, меня сразу перехватили руку, забрали планшет, вывернули руку, сразу тоже наручники, и меня бросили на кровать, получается. Они начинают спрашивать у меня пароль и разгромлять мою, скажем так, квартиру, вот мой 2-й этаж. У меня была шкаф-стенка, где стоял телевизор, там на полке книги стояли, иконы. Они просто подходили, ты не говоришь пароли, они это сбрасывали, это все просто летело. Разбивалось, конечно, впечатление было такое было. Потом была ночь, меня допрашивали. Они говорили сначала так, что типа ты напишешь явку с повинной, типа, мы тебя вызовем сразу скорую. Говорили, типа, ты загниешь в тюрьме, ты все равно сядешь, у нас есть против тебя доказательства. Мы тебя разрабатывали уже давно, я знаю о тебе больше, чем ты сама о себе. Где-то около 6 утра я написала им уже 2-ю явку с повинной. Просто 1-ю явку с повинной я написала, где я все на себя брала, и в итоге добавила, что убила когда-то Кеннеди тоже я. Вот. Им не понравилось, они разозлились, и вот уже 2-ю я написала, реально, фактически то, что я делала, то есть то, что я волонтерила, и сказала, что я не считаю, что я что-то плохое делала. Я, скажем так, это трудная тема, как бы в марте месяце у меня началась задержка одна, относилась как к задержке, тем более, стресс и все остальное, вот, и уже в конце марта, в начале апреля у меня из грудей потекло молоко, и это уже было очевидно, что я беременна, то есть я не сразу узнала вообще, что я беременна, то есть, спихиваешь там на стресс, на все остальное. Вот. Плюс еще я гипертоник, как бы меня могло тошнить от повышенного давления. То есть. Вот. А уже когда пошло молоко, я начала уже требовать там гинеколога, требовать тестов на беременность. Вот.
И тестов у них не было, к гинекологу записали, и потом кормили аж до июля месяца меня завтраками. И это, чтобы вы понимали, когда тоже произошло все, у меня все произошло в июне. Вообще, как бы получается, в апреле месяце я окончательно убедилась, что они уже знают, что я беременна, потому что у меня взяли все-таки анализы. Вот. Но мне говорили, что эти анализы берут по моему основному заболеванию. Вот. А уже в конце апреля у меня был допрос к КБшникам, которая шантажировала меня же моей собственной беременностью. Он говорил, что либо ты родишься с мертвого ребенка, либо у тебя инвалидность, и ты сама умрешь здесь, ты этого хочешь. Ты представляешь, если я сделаю так, что ты сядешь на 10 лет, твой ребенок там попадет, я подыщу ему самый худший детский дом, у тебя заберут его. Ну, то есть он в тот день сразу много чего мне говорил, и взамен он мне просто предлагал рассказать, кто чем занимался в Слепянке, ну, рассказать, им нужна была информация моих подельников, и типа, что он сделает все возможное, чтобы я вышла. Вот это были его слова. И плюс к тому же уже в конце апреля я стояла на диете, а на диете стоят только если у тебя ВИЧ или если ты беременный или гастроэнтерологические заболевания, у меня другие немножко. Этот день, ну, до сих пор, это все до сих пор у меня снится. Мне кажется иногда, что я еще там. В том дне. Мне кажется, что я еще сижу на Володарке. Я понимаю, что это уже Украина, это уже безопасность. Но мне кажется, что иногда, что я там. В тот день я обожгла руку. Накануне вечером. Это никак, ну, как бы, я думаю, что ожог руки мог это все спровоцировать. Вот. Было очень больно. Ну, меня отвели к врачу, помазали руку. Потом начался отбой. Вот. А после отбоя на Володарке вообще не любили, когда вызывают врачей. А уже как бы, может, даже час, может, больше пошло. Мне начал тянуть сильно низ живота. Я сразу поняла, что, ну, как бы что-то идет не то. Начала бегать в кормушке, осматривать продольных, может, кто ходит, чтобы тихо подозвать и попросить, чтобы пригласили фельдшера. Вот. Но я никого не видела, чтобы кто-то передвигался, ходил. У нас в камерах есть кнопочка на двери, где ты нажимаешь, и если ты вызывал врача, то там остается как бы запрос. Вот, я нажимала на эту кнопку на двери, вот, ну, не было никакого результата. Вот. Мне становилось все больше больнее, я поняла, что что-то не то и хуже, а потом пошла в туалет, я поняла, что это отошли воды, ну, то есть, и почти сразу было с ними еще очень много крови, и были сильные схватки, и я сама начала тужиться. Вот. Сначала тихо, потом вскрикнула, кто-то из камеры проснулся. Ну, проснулась женщина одна. Вот. Заглянула, отодвинула шторку в туалете. Заглянула в туалет, она поняла, что происходит. Она начала бить в тормоза уже. Вот. Оказывается, что где-то недалеко как раз-таки мимо шла продольно, то есть она даже, ну, я не слышала стука, хотя, может, я в шоке была. Открылись тормоза, они посмотрели, что делается. Очень быстро пришел фельдшер. Вот. Ну, пока он пришел, я уже просто держала на руках тело своего ребенка.
пуповину, все, что там было, это все было у меня на руках уже. Было очень много крови. У меня они пришли, и они забрали это все, вот. Меня повернули, меня сразу забрал фельдшер к себе в медпункт. Вот. Сначала он меня посмотрел, обработал, вот. А потом они начали говорить, что ты должна молчать, если ты хочешь отсюда выйти живой. Никто об этом не должен ничего знать. В конце июня у меня это все случается, а в июле, 15 июля до меня только доехал гинеколог. И я у нее просто напрямую спрашиваю, типа, вас вызвали из-за того, что я потеряла ребенка? Она такая, да, мы посмотрим и убедимся. Вот, я говорю, ну, я же как бы не давала себе информацию в весне, там еще что-то, чтобы лишний раз, как казалось, не провоцировать их. Я говорю, типа, вы можете сообщить весне о том, что случилось со мной, что произошло? Ну, я уже, наверное, тогда определилась, что это не должно просто так закончиться ничем. Вот. И гинеколог такая говорит, я никому ничего не буду рассказывать, меня взяли подписку о неразглашении. Простил. И все. Больше всего хочу вернуться домой. Поэтому я пока не могу спланировать что-нибудь там в Украине или в другой стране. У меня есть дом. Даже если сейчас я не могу, но когда-нибудь я вернусь.